Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов России. Также сообщается, что вместо гимна страны будет использован гимн Международного союза биатлонистов. Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в Словенской Поклюке. Напомним, в декабре спортивный арбитражный суд частично удовлетворил иск Всемирного антидопингового агентства по делу о манипуляциях с базой данных Московской лаборатории. По решению САС российские спортсмены до 2022 года не смогут использовать гимн и флаг страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Финская ассоциация лыжных гонок приняла извинения Александра Большунова за инцидент, случившийся на эстафете этапа Кубка мира в Лахте. Об этом сообщает пресс-служба организации. Напомним, на финишной прямой данного забега финский лыжник Йони Мяки подрезал россиянина, который впоследствии этого завершил гонку на 3-м месте. В ответ Большунов после финиша врезался в соперника и сбил его с ног. В итоге российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзовых наград. Сообщается, что Мяки больше не имеет претензий к россиянину и не будет подавать заявление в правоохранительные органы. Московская «Динамо» одержала победу над столичным ЦСКА в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на ВТБ-арене в Москве и завершилась со счетом 4-1. В составе хозяев льда взятие ворот провели Андрей Сергеев, Магнус Пярви Свенсон, Вадим Шипачев и Данил Тарасов. Единственную шайбу гостей забросил Константин Акулов. Армейцы продолжают возглавлять турнирную таблицу западной конференции, набрав 75 очков. Динамовцы идут четвертыми, имея в активе 65 пунктов. В следующем матче регулярки ЦСКА в гостях сыграет с минским «Динамо», а бело-голубые на домашней арене примут Сочи. Гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» на своем поле выиграть у «Лацио» в четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей помимо россиянина голы забили Берат Джамсити и Руслан Малиновский. У гостей результативными ударами отметились Видат Мурики и Франческо Ачерби. Отметим, что бергамасские доиграли матч в меньшинстве. На 53-й минуте с поля был удален защитник Хосе Маламина. Для Миранчука гол в этой встрече стал четвертым за итальянский клуб, в составе которого он выступает с сентября. В полуфинале турнира «Аталанта» сыграет с победителем матча между «Специей» и «Наполи», который пройдет сегодня. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 71-68 победили немецкую «Альбу» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Торники Шенгелия, набравший 20 очков. У хозяев площадки самым точным был защитник Пейтон Сива. На его счету 15 баллов. В турнирной таблице лиги московский клуб располагается на второй строке, одержав 16 побед в 21 игре. Испанские баскетболисты с 8 победами идут на 14 позиции. В следующем матче ЦСКА дома сойдется с немецкой Баварией, а Альба на своей площадке встретится с испанским Реалом. В Якутске состоится республиканский турнир по панкратиону «Битва баттеров». Соревнования пройдут с 13 по 14 февраля в зале борьбы Северо-Восточного федерального университета. Сообщается, что в связи с эпидемиологической ситуацией турнир пройдет без зрителей на трибунах. Также известно, что состязания станут отборочными на первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!